Эфир радио общественной компании ГРТ доступен для жителей Камрадского района до конца марта. Радиопередатчик, посредством которого передается сигнал радиовещания, вышел из строя. Средств на приобретение нового у компании нет. С целью обеспечения трансляции радиоэфира по Камрадскому району руководство компании приняло решение взять на 3 месяца усилитель у коллеги из Кишинева на безвозмездной основе. Срок истек еще 5 марта, но удалось продлить его до конца месяца. О необходимости покупки нового радиопередатчика, в том числе и радиоантенны, которые работают уже более 15 лет, руководитель общественной компании Вадим Анастасов сообщил представителям исполнительной и законодательной власти еще в декабре прошлого года во время обсуждения проекта бюджета Гагаузии на 2023 год. У нас в Камраде пролетел передатчик, вот живая проблема. Передатчик нам пришлось на пару дней с трудом работать, и мы просили у публики в блок одолжили оборудование. Нам дали 3 месяца. 1 числа марта мы должны возвращать оборудование. Что мы будем делать, если у нас не будет дополнительных финансовых, если у нас денег не будет для того, чтобы мы закупили новое оборудование? Нам придется отключить радио в Камраде, перестанет работать 1 марта. А таких проблем по компании их очень много. Поэтому есть острая необходимость. На протяжении, я знаю, что я говорил с предыдущими руководителями, я по информации, которую мне предоставили, на протяжении последних 4 лет ни копейки не было предоставлено с этого фонда гагаузского языка. Мы просим разово, вот за последние 4 года, если по 500 000, насколько я знаю, что обещалось выделить нам, вот за последние 4 года 2 миллиона лей разово, чтобы нам предоставить, чтобы мы заменили, закупили все оборудование необходимое, которое, и то это не все будет, там еще где-то 1 миллион лей нам не хватит, но мы уже будем сами изыскивать эти деньги для того, чтобы мы могли закупить и дополнить, что нам необходимо. Но хотя бы эти 2 миллиона нам бы сильно поменяли ситуацию. В заседании при обсуждении вопроса о бюджете принял участие вице-спикер Народного собрания Николай Ороманжи. Тогда же была озвучена проблема, касающаяся необходимости замены радиопередатчика. При этом в программе «Коридоры власти» он заявил, что впервые слышит о данной проблеме. Я не знал про эту проблему, но исходя из вашего сюжета, понял проблематику. Для меня сразу я задаюсь вопросом, сегодня не совсем 5 марта. Нам пошли на уступки. На уступки пошли, но я думаю, что решением этого вопроса должны были заниматься, скорее всего, чуть-чуть намного раньше, с начала года. Председатель наблюдательного совета общественной компании ГРТ Михаил Влах также в декабре прошлого года сообщил, что усилитель вышел из строя и ремонту не подлежит. Полетела антенна, ту, которую нам когда-то дарили, она уже, к сожалению, в негодности. Нам только для этого нужны были финансовые средства, чтобы мы улучшили оборудование на ГРТ. Официальное обращение к властям автономии компания направила 25 января. В нем была обозначена проблема и тот факт, что на приобретение нового передатчика и радиоантенны потребуется 9840 евро. Деньги на переоснащение в бюджете телерадио не заложены. Я на комиссии данный вопрос поднимал, после чего мы уже, соответственно, вошли в Новый год, были праздники. Мы ждали, что после окончания праздников власти отреагируют, но, к сожалению, не было никаких реакций. Мы после чего обратились официальным письмом на имя Башкана Гагаузии Ирины Федоровны Влах и на имя председателя Народного собрания Константина Дмитрия Георгиевича. Мы обратились официальным письмом, это было 25 января, где мы указали полностью всю проблему, которая есть, и ждали от них ответ. Нам пришел ответ буквально спустя небольшой период 6 февраля от Народного собрания, где они ссылались на то, чтобы данным вопросом должен заниматься исполнительный комитет. Со стороны исполнительного комитета был направлен сразу специалист, который начал изучать эти вопросы, запросил ряд документов, мы сделали экспертизу. Народное собрание в своем ответе информирует, что приняло постановление, которое содержит поручение исполнительному комитету Гагаузии изыскать финансовые средства в сумме 2 миллионов леев для технического переоснащения и развития общественной вещательной компании ГРТ. Также сообщаем вам, что в соответствии со статьей Закона Гагаузии о публичных финансах исполнительный комитет обладает правом в случае необходимости на внесение предложений об уточнении утвержденных бюджетов.
Ответ от исполнительного комитета последовал спустя 1,5 месяца 24 марта. Исполнительный комитет сообщает, что согласно закону Гагаузии о бюджете на 2023 год от 26 декабря 2022 в целях обеспечения полного охвата всех населенных пунктов Гагаузии телерадиовещанием для общественной компании ГРТ утверждены субсидии в сумме 10 миллионов леев. Рекомендуем вам осуществить закупку необходимого оборудования в рамках утвержденных субсидий. В течение 2023 бюджетного года при изыскании источника финансирования исполнительным комитетом Гагаузии будет предложен Народному собранию вариант покрытия данных расходов, говорится в официальном письме исполкома. До конца этого месяца Гагаузское радио еще имеет возможность вещать на территории Камрадского района. По истечению этого времени радиослушатели могут остаться без гагаузской радиоволны. Очень мало времени осталось, и мы вынуждены будем отдать оборудование. Гагаузское радио является единственной радиостанцией, в эфире которой звучит преимущественно гагаузский язык. А радиоэфир ГРТ на сегодняшний день доступен жителям всей территории Гагаузской автономии, а также в ряде населенных пунктов южных районов Молдовы и Украины на частотах Камрад 102.1 FM, Чедарлунга 104.6 FM, Вулканешты 103.6 FM. Мария Статова, Александр Глеков, Мария Казаку, новости ГРТ.